Министерство культуры республики продолжает конкурс на лучший эскиз памятника участникам специальной военной операции. Принять участие в конкурсе может любой житель региона, независимо от возраста. Для этого необходимо до 1 июня подать заявку. Также нужно представить эскиз в печатном и электронном виде. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Причиной для отказа в выдаче загранпаспорта могут стать ошибка в заявлении или проблемы с внутренним паспортом. Речь идет об истекшем сроке годности паспорта или отсутствии фотографий нужного формата в заявлении. Основанием в невыдаче заграничного документа также могут являться отсутствие военного билета, недостоверная информация или несоблюдение формы заполнения заявки. Получить загранпаспорт не сможет также человек, который является подозреваемым, обвиняемым, осужденным за совершение преступления или уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом. Кроме того, загранпаспорт могут не выдать служащим в органах ФСБ или уволенным с военной службы в ФСБ. Несовершеннолетние не смогут получить заграничный паспорт, если есть несогласие хотя бы одного из официальных представителей. Правительство России утвердило квоты на целевое обучение по 838 специальностям в вузах на предстоящий учебный год. По сравнению с прошлым годом количество мест увеличено для 77 специальностей. Самые большие квоты для будущих медиков, авиа- и ракетостроителей или железнодорожников. Всего на целевое обучение, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, выделено около 145 тысяч бюджетных мест. В России теперь можно заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями на подключение к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения через портал госуслуг. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации вступило в силу с марта. Согласно постановлению, граждане и организации смогут заключить договор на подключение к сетям в личном кабинете на портале госуслуг. При подаче заявок предусмотрено автоматическое заполнение полей интерактивных форм и направление документов в электронном виде. После обработки запроса со стороны ресурсоснабжающей организации заявитель получит в личном кабинете тех условия подключения и электронную версию договора, а также сможет заключить его онлайн. Материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Согласно новому закону, для траты средств мат-капитала на ИЖС с использованием счета эскроу потребуется договор строительного подряда. На эскроу можно положить как полную сумму субсидий, так и ее часть. Деньги по такой схеме от владельца мат-капитала сможет получить либо компания, либо индивидуальный предприниматель, которые строят дом. Закон при этом предусматривает возврат средств мат-капитала в случае прекращения договора счета эскроу. Минтруд обновил стандарт для специалистов службы занятости, помогающих безработным гражданам начать свое дело. По новым правилам россиянам не нужно подавать заявление для получения подобной помощи. Достаточно статуса безработного и включения такой меры в индивидуальный план содействия занятости. Для старта бизнеса людям окажут единовременную финансовую поддержку. Также им предоставят доступ к 3 сервисам: предпринимательский потенциал, навыки предпринимателя и предпринимательский старт. Приказ Минтруда вступает в силу 2 марта, но сам обновленный стандарт в центрах занятости полностью заработает с 1 января 2026 года. 3 марта в Ингушетии стартует региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» для педагогов средних профессиональных образовательных организаций. Конкурс проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий. Организаторы конкурса «Мастер года» – Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования, а федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.